Итак, запись я включил. Поехали дальше. Теперь я вам предлагаю еще одну тему. Смотрите, теперь в этот столбик, в тот ряд, который мы проходили в прошлый раз, я вписал теперь местоимение. Ну, по сути дела, вот сейчас мы уже обогащаем наши конструкции, фразовые конструкции. И, конечно, местоимения, они помогают очень сильно развивать нашу устную речь. Вся конструкция фразовая остается та же самая. Давайте мы теперь потренируемся, и я зачитаю местоимения, и мы пойдем дальше разбирать и писать следующие фразы. Кем – это вопросительные местоимения. Сургулар – местоимения леры. Кем – кто. Ниме – что. Хайде – где. Хайдар – куда. Хайдан – откуда. Смотрите, здесь вот эти вот три местоимения, которые я назвал, их можно запомнить по тем аффиксам, которые мы прошли. Здесь корень слова хай, хайде, где, в каком месте, да, хайде, где. Хайдар, указывающий направление, да, зарзер, сарсер, и местоимение похоже, хайдар, куда, в какую сторону. Хайдан, откуда, с какой стороны. Дангден, тангтен, нангнен там идет, да. Хайдан, они аналогичны, вот это местоимение аналогично вот этому падежу исходному. Ну и дальше. Хайди, как, каким образом. Хаджан, когда. Хаджан. Хайдаг, какой. Хайдагзы, какой человек. Хайзы, который. И ниме, зачем. Ниме, что. Ниме, зачем. Нуга, почему. Ниндже, сколько. Ну, пока небольшой комплекс, возьмем небольшой ряд, и теперь давайте потренируемся. И вот смотрите, каким образом можно теперь спросить о чем-либо, да. Допустим, син алзар, вот, син хайдын алзар паршазын. Допустим, сейчас, подождите, я тут включу рисовалку. Так. Ну, допустим, да, син хайдан, откуда, да, хайдан алзар, в каком направлении, да, паршазын, паршазын, настоящее время, допустим, за син паршазын. Син хайдын алзар паршазын. Ты откуда в деревню идешь? Или в деревню то откуда идешь? Или, допустим, син хайди алзар паршазын. Ты в деревню как идешь или как едешь? Допустим, да. Или, так, хажин у нас, вот, син хажин алзар паршазын. Ты когда в деревню едешь? Вот. Или син ниме. Зачем? Син ниме алзар паршазын. Ты зачем в деревню едешь? Ну, ниндже тут, ну, можно спросить син нуга алзар паршазын. Ну, ниме, зачем, нуга, как бы они похожи, да? Син нуга алзар паршазын. И вот таким образом можно формировать вопросы. Давайте я сейчас на хакасском языке буду вопросы задавать, а вы переводите на русский. Ну, будете записывать, да? Давайте. Син хайде чуртапшазым. Давайте вот, да. Вот я такой вопрос задал. Как переведете? Син хайде чуртапшазым. Хайде вот. Чуртапшазым, да. Смотрите, вот син, вот. Настоящее время. Чуртапшазым. Син хайде чуртапшазым. Как прописано? Да. Ты где
Так, живешь, орте. Син хайде шуртапшазым. Так, следующий вопрос. Сирер хайде шуртапшазар. Сирер дальше, да, хайде. А хайде остается. Шуртапшазар. Да, вы где живете? Сирер хайде шуртапшазар. Дальше задаю следующий вопрос. Сирер хайде тохчазар. Сирер хайде тохчазар. Переводите. Сирер хайде тохчазар. Так, сирер хайде тохчазар. Есть другие варианты? Юля написала, вы где работаете. Как другие переведут? Сирер хайде тохчазар. Тогын работай. Да. Тогын работай. Да, то же самое, да, урта. Сирер хайде тохчазар, где вы работаете? Олар неме ичелер. Олар неме ичелер. Так, смотрим дальше, да. Вот сюда, вот здесь. Олар неме ичелер. Да, орте. Они что делают? Орте. Они что делают? Да, олар неме ичелер. Дальше. Син алзар парарзын мэ. Следующий вопрос. Син алзар парарзын мэ. Да. Так, ты в деревню поедешь? Да, я немножко перефразирую. То есть я эти местоимения не использовал. Так, син алзар парарзын мэ. А теперь следующий вопрос. Пис алзар хажин парарбыз. Пис алзар хажин парарбыз. Пис алзар хажин парарбыз. Да, парарбыз. Пис. Пис алзар хажин парарбыз. Да, орта. Мы в деревню когда поедем? Так, а как вы зададите вопрос? Ты в деревню поедешь? Давайте пропишите. Теперь наоборот, да? Ты в деревню поедешь? То есть на хакасском языке пропишите. Ты в деревню поедешь? Как пропишите? Так, син алзар парарзыма. Варианты есть еще? Ты в деревню поедешь? Так, син алзар парарзыма. Так, орта, ты в деревню поедешь? Син алзар парарзыма. И вот, так, давайте следующий вопрос. Как мы поедем в деревню? Тоже по-хакасски. В деревню мы как поедем? Ну, в русском языке так и так задавай, как бы разницы нет, но в хакасском языке надо правильно выстроить очередь, да. В деревню, ты в деревню как поедешь? 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 Так, пишем. Так, Юлия прописала. Так, другие варианты есть? Ты в деревню как поедешь? Син алзар хайди парарзын. Орта. Юля правильно прописала. Хайди пис алзар парарбыз. Как мы в деревню поедем? Да, пис мы. А син ты. Хайди пис алзар парарбыз. Как мы поедем в деревню? Да, вот Алена тоже правильно прописала. Хайди син алзар парарбыз, да. Так,
Ну, в общем, я надеюсь, что вы поняли логику построения фраз. Вопросительным местоимением можно поставить перед вот этим комплексом слов, допустим, да, или после них. По сути, вот, допустим, син хажен алзар парырзын или син алзар хажен парырзын, разницы по сути нет. Допустим, вот еще раз, син алзар хажен парырзын, син алзар хажен парырзын, да, вот один вариант. Или син хажен алзар парырзын, разницы между ними нету. Син хажен алзар парырзын. То есть не принципиально. Син хажен алзар парырзын. Вот два вопроса. Син алзар хажен парырзын или син хажен алзар парырзын не принципиально. Если, конечно, син парырзын хажен алзар, тут уже как бы некорректно. То есть если глагол поставите после местоимения син парырзын хажен алзар, как бы некорректно. Вот син алзар хажен парырзын, тут уже нормально. Иначе говоря, глагол должен стоять в последнем месте. А между ними вот существительный, ряд существительных, да, и местоимения, они могут меняться местами, и как бы не принципиально и так будет верно. В общем, домашнее задание будет какое? Давайте я сейчас ссылку так дам на эту презентацию. И у вас... сейчас, подождите. Так. Так, ссылку на презентацию дал. И смотрите, если у вас есть программа PowerPoint, вот эти... в общем, вот это все можно как бы стереть в PowerPoint, да? Сейчас, подождите, еще раз, прошу прощения. Так, вот это можно убрать и оставить верхние аффиксы, да? Ну и вот это тоже надо оставить. И потренироваться. Надо будет местоимение оставить, да, вот это все оставляете. И вот это. А в таблице вписываете свои варианты фраз. Можно таким образом потренироваться вот по каждому местоимению. Вот здесь, да, на мин, син, ол, допустим, пес, серер, олер. И вот в этой программе, вот в PowerPoint, можно вот эти вот аффиксы и прописывать, и потренироваться. Думаю, вот домашнее задание будет такое. Попробуйте это сделать. Потом, я думаю, на одном из уроков, если у вас есть такое желание, было бы хорошо, конечно, каждый бы, скажем, свои заполненные таблицы уже зачитал бы. Тут у меня есть функция передачи, в общем, есть модераторские функции, но для того, чтобы это сделать, у вас должен быть микрофон. Микрофона достаточно, видео не обязательно, допустим, да. И по микрофону уже можно было бы зачитать ваши предложения, ваши фразы. Вот, можно будет попробовать такое сделать. В общем, давайте попробуем на следующий урок, на завтра, получается, да. Попробуйте вписать свои фразы, и мы, в общем, попробуем зачитать. Если у нас технически это все получится, в общем, тогда мы разберем вот эти вещи. Давайте еще потренируемся по фразам. Я еще задаю вопросы, а вы на русский язык будете переводить, а потом обратно, хорошо? Сирер ибзер хажин баршазар. Как переведете? Сирер ибзер хажин баршазар. Сирер ибзер хажин баршазар. Паршазар не пойдете. Это настоящее время. Паршазар. А вот, кстати говоря, вот Серер Ибзер Хажин Паршазар, правильно, вы домой, когда пойдете. Юлия Урте и Алена Юшна Урте. А как будете, когда домой пойдете? Вот давайте пропишем, как вы оформите. Когда домой пойдете?
Когда домой пойдете, как переведете? На хакасском как напишите? Орта хажен ибзер парарзар. Ибзер хажен парарзар, да. Хажен ибзер парарзар. Ну, давайте следующий вопрос. Серер хайдан килгезер. Перевод на русский. Серер хайдан килгезер. Серер хайдан килгезер. Я. Вы откуда приехали? Орта. Так, следующий вопрос. Серер урок идерзер бе. Серер урок идерзер бе. Серер урок идерзер бе. Да. Идерзер бе. Так, вот смотрите, давайте идерзербе. Вы уроки будете делать, точнее вот Юля, будете делать идерзербе, но смотрите, вы урок сделаете, в хакасском языке есть еще другие аффиксы, мы потом на них дойдем, там это сложные глаголы. На самом деле вот вопрос Арины прозвучит по-другому. Серер урок ицелрзарбе. Ицел мы потом еще будем проходить модификаторы. Сал, тур, одер, пир, киль. Потом мы пройдем. Но пока вот серер урок идерзербе. Вы урок будете делать. Так будет точнее. Так, давайте еще один вопрос. Так, сейчас я... Так, сейчас, подождите. Ага. Серер нинже сөз пльчезер. Вот так вот. Серер нинже сөз пльчезер. Как переведете? Серер нинже сөз пльчезер. Орта Сарина. Орта. Серер нинже сөз пльчезер. Так. А теперь другой вопрос задаю. Допустим, да, вот Елена Трофимовна. Серер нинже сөз угренгезер. Вот спрашиваю, да, Елена Трофимовна. Серер нинже сөз угренгезер. Как переведете? Я назвал имя человека, да. Орта. Допустим, по имени-отчеству, да, обращайтесь к человеку. И потом серер, вы, нинже сөз, нинже сколько сөз, слов. Угренгезер учили. А вот выучили угрен салгазар. Вот там применяется модификатор. А учили угренгезер. Ну, я говорю еще раз, по модификаторам мы потом пройдем. Угренгезер учили. Выучили угрен салгазар. Там есть небольшая такая стилевая разница. Но это тонкости языка, мы поэтому еще не дошли. Так. Таңды урокка келерзербе? Еще раз следующий вопрос. Таңды. Таңды завтра. Таңды означает завтра. Таңды урокка келерзербе? Как переведете? Да, завтра на урок придете. Ну, в общем, смотрите, вы теперь уже понимаете, да, набор вот этих вот аффиксов и вопросительных местоимений, аффиксов сказуемой формы местоимением уже сейчас на данный момент позволяет практически общаться уже на таком, ну, на должном серьезном уровне. Потому что если вы сейчас заучите глаголы, допустим, глаголы говорю, местоимения, и будете применять по фразам, допустим, хайде, где, куда, в какую сторону. Слер хайдар паршазар, вы куда идете? Син хайдан кильчезен, ты откуда идешь? Син
Хайдызың, хайдызың, хайда где, ты где, хайдызың. Да, ну, мы это будем проходить. Вот уже эти слова позволяют общаться и начинать уже вести осмысленные какие-то, то есть говорить осмысленные фразы и уже общаться с людьми, допустим, да, и вы уже замечаете, что можно задавать конкретные вот фразы, допустим, да, ну, туда, допустим, вот Юля, да, опять. Юля, нинже сөз угранчезин. Как переведете? Нинже сөз угранчезин. Пір күнде. Давайте еще дополню. Пір күнде. В один день, да. Юля, нинже сөз угранчезин пір күнде. Да. Орта. Да, то есть обращайся к человеку и задай вопрос, сколько день учишь, сколько слов учишь в день. Нинже сөз угранчезин пір күнде в один день. Правильно. И вы также можете спросить, допустим, да, сами себя можете спросить, кого-то спросить или спросить всех. В данном случае вот местоимение позволяет это сделать. Ну вот, сегодня вот я предложил пока вот новое местоимение. И давайте вот дома домашнее задание будет такое. Надо будет вот сюда, в эту область вписать ваши фразы. Дома скачать PowerPoint и сюда вписать. И потом мы посмотрим, зачитаем ваши варианты. Можете мне в личку отправить, и если, допустим, ну, было бы хорошо в PowerPoint также отправить в личку, тогда, да, там на Facebook можно будет сделать. А я уже здесь выставил бы, уже, допустим, ну, мы зачитали бы, да, и посмотрели бы. Можно так сделать. Ну, если кто не стесняется, допустим, да. Сургулар ПРБ на сегодня так. Пока только таблицами занимаемся, но, в общем, пока вот так, да. Ну, в общем, в следующий раз, я думаю, что, наверное, будем продолжать зачитывать тексты из газеты «Хабар», ну и будем изучать пословицы и поговорки. Дело в том, что все равно надо учить фразовые, осмысленные предложения, чтобы понимать и разговаривать, ну, знать логику языка. Вот так, да. Давайте так конкретно сделаем. Вот, Юля, сумеешь до завтрашнего дня приготовить фразы, допустим, и посмотрим твои примеры. Может быть, Сарина успеет. Успеете до завтра сделать, мы бы разобрали бы ваши примеры. Если успеете, вот, Сарина и Юля, давайте, вот я пока к вам обращаюсь. Юля, успеете, допустим, до завтра? Ага, давайте тогда так. Вы когда успеете, вы мне отошлите на Facebook или ВКонтакте, ну лучше на Facebook, прямо в личку. Вот, отошлите презентацию, и я потом сюда их заведу, и мы уже, да, на Facebook проще будет. И мы уже на презентации разберем ваши примеры. Иди шарирба, так пойдет? Да. Ну ладно, Че алгыс болсын, спасибо, что пришли сегодня. Мы завтра встречаемся в 8:30 также. Сикс отсты таңды ирді. Тоғас шабыз. Сұрғылар пазы парба. Пазы сұрғылар парба. Есть еще вопросы? Пазы сұрғылар парба. Вопросы еще есть? Сұрғылар шоқ болса, таңдаға шетірі. Сұрғылар шоқ болса, таңдаға шетірі. Ше аным жоқтыр. Пазы тоғас ханжа. Видео я выложу прямо сейчас. Можете еще повторить темы. Че аным жоқтыр, пазы тоғас ханжа.